утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Вопреки всеобщему стереотипу, что понедельник день тяжелый, мы начинаем его легко, чего и желаем вам всем. И вести это утро будем мы. Степан Федоренко и Полина Долинская. И сегодня в нашем эфире, как всегда, вас ждут интересные новости, много полезной информации. Наши корреспонденты расскажут, как выпекается хлеб в пекарне и что такое трейл-раннинг, мы узнаем. Также узнаем, какой будет неделя по мнению астрологов, и познакомимся с очередным интересным фактом из истории республики. Ну и, конечно же, мы сделаем обязательно утреннюю зарядку. Ну а наш садово-огородный эксперт Варвара Ивановна расскажет, как сделать так, чтобы летом собрать со своего участка большой урожай огурцов. Ну и, конечно же, нас ждет встреча с интересными гостями, так что оставайтесь с нами и ни в коем случае не переключайтесь. Да, ну и в самом начале программы сразу расскажем про обратную связь с нами. Это WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него какие-то свои приветы для своих близких, поздравления, а также какие-то интересные, добрые, позитивные утренние новости. Инстаграм-страничка «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а продолжит наш эфир прогноз погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, сегодня в центральных районах -6, -14 градусов мороза. Чуть теплее в заречной группе, здесь от 0 до 10 градусов ниже 0. В южных 10-11 морозно. В Вилюйской группе от 13 до 14 градусов зафиксировано на столбике термометра, в Нижнеленских -15, -19. Холоднее всего сегодня в западных районах. Здесь столбик термометра показал -14, -21 градус. В Колымо-Индигирской группе от 2 до 17 градусов ниже 0, в Янских 8-14 мороза, на северо-западе 13-23 со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила -7 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, дует со скоростью 2 метра в секунду. Сегодня днем нас ожидают осадки в виде снега, ветер северо-западный подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 13 метров. Ну и температура воздуха днем -1, -3 градуса. Да, где-то еще до сих пор -20, да? Где-то -23. Не повезло сегодня у нас именно вот на северо-западе республики. Да, хотя через 2 недели уже православные отмечают главный свой праздник – Воскресение Христово. И одним из главных блюд этого праздника является кулич. Обязательно. Каким он должен быть? В нашей студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Коллеги. Что говорят в церкви? Экспертом в данном вопросе выступил шеф-повар Московского монастыря. И по его словам, кулич, который делают в производственных масштабах и продают в торговых сетях, не совсем является правильным, так как, к примеру, хотя бы в нем не должен использоваться разрыхлитель, не говоря уже об освещении этого блюда. Поэтому он посоветовал приготовить либо самому, либо обратиться в пекарню при монастыре. Ну а теперь к главным событиям. Якутянин Аял Лазарев вышел в финал чемпионата Азии по вольной борьбе в Казахстане. Спортсмен одолел Амина Хусейна из Ирана в полуфинальной схватке. Изначально бой шел со счетом 6-0 в пользу противника. Затем Лазарев довел счет до 6-4 и завершил схватку на туше за 3 минуты 17 секунд до конца матча. В финале якутянин встретится с Олегом Болтиным из Казахстана. Сборная Якутии по хоккею с шайбой завоевала серебряные медали на турнире в Казани. В решающем матче юные хоккеисты одержали победу со счетом 2-1 над клубом «Северсталь» из Екатеринбурга. Победный гол за 1,5 минуты до финальной сирены забил Артур Вебер. В соревнованиях принимали участие 8 команд из Свердловской и Вологодской областей, Татарстана, Башкирии и Якутии. В состав нашей сборной вошли игроки из городов Якутск, Нерюнгри. Тренируется команда под руководством Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного. Одерживает победу Якутия. Сразу же вылетают на лед.
сбрасывают краги и клюшки и празднуют победу. Это была славная охота, дорогие друзья. Это был отличный матч, который стал настоящим украшением турнира. И просто готов поаплодировать обеим командам. Это было здорово. Сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Первое место по итогам произвольной программы в соревнованиях одиночница заняла 17-летняя Анна Щербакова. Второе место досталось японке Каори Сакамото, а бронзу взяла россиянка Елизавета Туктамышева. Таким образом, в общем зачете сборная России набрала 125 баллов, став лидером чемпионата, обогнав команды из Соединенных Штатов и Японии. Еще в конце марта серебряный призер Олимпиады 2002 года и тренер Илья Авербух отмечал, что в российскую команду вошли лучшие фигуристки страны, которые должны выиграть соревнования. Которую поздравляю. Ну, по сравнению со вчера, другое дело. Другое дело. В лучших традициях победного российского парного катания. Молодцы, ребята. Абсолютно чистое катание. В культурном центре Северо-Восточного федерального университета «Сергеляхские огни» в Якутске открылась выставка под названием «Союз резца и кисти». Она представлена скульптором Афанасием Романовым и живописцем Валерием Бессоновым. Члены Творческого союза художников региона представили несколько своих произведений. Валерий Бессонов – потомственный казак, историк, художник со своим языком в искусстве. Он начал заниматься живописью с 1977 года. В культурном центре «Сергеляхские огни» он выставил около 60 работ. Вот это мои первые работы вообще. Они были посвящены этнографии. Так как моя мать, это вот первая работа, это и вторая, это рассказывала моя мать. Ну как она, в общем, маленькая была. Она дочка Улуса головы Самсонова, Сантарского Улуса. Ну, до революции, естественно. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Кстати, Степа, веришь ли ты в такую примету, что если встать с правой ноги с утра, то день у тебя пройдет хорошо? Может быть, и есть. У меня кровать как-то стоит так, что я встаю с другой, постоянно с левой ноги. И все равно в этом вся проблема в моей отлично. жизни, оказывается. А оказывается, есть люди, которые не встают с кровати, пока не узнают, что же им пообещали на сегодняшний день звезды. И я вот предлагаю узнать, что же у нас сегодня, какие сюрпризы нам подготовили в астропрогнозе для каждого знака зодиака. Овен. На этой неделе дружеские вечеринки пройдут успешно, расширится круг ваших знакомств. При необходимости вы сможете использовать свои деловые связи для решения практических вопросов. Внешние обстоятельства благоприятствуют поездкам и развлечениям. Телец. На этой неделе рекомендуется изучение духовных практик в уединенной обстановке. В результате правильного внутреннего настроя вы сможете успешнее решать многие дела во внешнем мире. Близнецы. Активизируются ваши контакты в интернете. Общение на сайтах знакомств и в социальных сетях может привести к началу виртуальных романтических отношений. Прекрасное время для путешествий и расширения кругозора. Рак. Самоконтроль и внутренняя скромность убережут вас от проявления звездной болезни. Старайтесь максимально упорно трудиться над достижением своих целей, поскольку сейчас наиболее успешное и результативное время. Лев. Ваша репутация и авторитет могут существенно повыситься. Если вам есть что сказать, то хорошо выступать на публике со своими идеями и делиться знаниями с окружающими. Это может быть публикация статей, проведение вебинаров, открытие канала на YouTube. Дева. Решительно избавляйтесь от вредных привычек, которые ведут к потере времени, которым вы могли бы распорядиться с пользой. Уходите от всего устаревшего. Например, выбрасывайте из дома ненужные вещи. Это поможет впустить в жизнь и в дом свежую энергию.
Весы. Не отказывайтесь от приглашений посетить торжественные мероприятия типа юбилеев и свадеб. Можно объявлять о своей помолвке и подавать заявление в ЗАГС на заключение брака. Также это благоприятное время для совместных путешествий с партнером. Скорпион. Организовав режим сна, бодрствования и питания в одно и то же оптимальное время, вы почувствуете, что у вас прибавилось времени, и вы стали успевать делать все. Если вы давно хотели завести домашнее животное, собаку или кошку, то самое время это сделать. Стрелец. Возможно, вы откроете для себя новое увлечение, хобби, которому будете уделять много времени. Используйте свободное время для учебы и поездок. Супружеские отношения улучшаются. В деловом партнерстве тоже все складывается замечательно. Козерог. Некоторое улучшение финансового положения позволит вам больше денег вкладывать в покупку товаров для дома. Проявляйте заботу о престарелых родственниках, особенно если они живут вместе с вами. Используйте эту неделю для наведения порядка в окружающем вас пространстве. Водолей – это прекрасное время для новых знакомств и расширения контактов. Многие вопросы удается легко и быстро урегулировать благодаря подключению деловых связей. Вы сможете принимать вполне осознанные и взвешенные решения. Рыбы. Имеете хорошие шансы для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, например, найти подработку. Если у вас много долгов по кредитам, то в первую очередь направьте заработанные деньги на их погашение. Полин, как ты, оказывается, внимательно слушаешь гороскоп. да? Конечно, обязательно. Мне Как там у очень тебя? Все в интересно. порядке, звезды посоветовали? Мне они посоветовали то же самое, что я советую, в принципе, в себе всегда. Пораньше ложиться спать и правильно питаться. Ну и, конечно же, следить за здоровьем. Да, следить за здоровьем нужно. И, кстати, далее в нашем эфире физические упражнения предлагаем мы вам сделать с нашей утренней зарядкой. Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Аксенов. Я являюсь мастером спорта по самбо. Также занимаюсь бодибилдингом любительским. Сегодня я проведу для вас утреннюю зарядку. Покажу некоторые упражнения на группу мышц. Для начала делаем первое упражнение – отжимание обратным хватом. Это упражнение на трицепс. Делаем 10 повторений по 3 подхода. Стараемся локти не разводить в стороны, а держать параллельно корпусу. Следующее упражнение – отжимание от пола обычным стандартным хватом. Руки на ширине плеч. Делаем отжимание от пола. Касаемся грудью, полностью выпрямляемся. Соблюдаем технику упражнений. Также локти не разводим в стороны. Делаем по 10 повторений, по 3 подхода также. Колесо, длина пресс, очень хорошее упражнение. Кто может выполнять, выполняйте его со стойки. А кому сложно, можно выполнять с колен. Выполняем также по 10 повторений, по 3 подхода. Отжимание от пола с узкой постановкой рук. Руки ставим ближе к туловищу. Здесь работают у нас широчайшие мышцы спины, также нагружается трицепс. Делаем по 10 повторений, по 3 подхода. Теперь сделаем выпады, нагрузим мышцы ног. Здесь главное соблюдать технику выполнения упражнения, чтобы колено не выходило за носок. Опускаемся плавно, медленно, также поднимаемся. Делаем по 10 на каждую ногу, 3 подхода. Следующее упражнение на пресс. Колени поднимаем к груди. Выпрямляем перед собой. Делаем по 10 повторений, 3 подхода. На этом наша зарядка закончена. Желаю всем хорошего дня. Занимайтесь спортом. До окончания декларационной кампании остаются считанные дни. Ежегодно до 30 апреля предприниматели, физические лица, арендодатели квартир и победители лотерей, ну и так далее, должны сдать в налоговый орган декларацию 3 НДФЛ. Да, подробнее о проведении кампании, нововведениях мы поговорим сегодня с нашим утренним гостем, начальником отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия Саргыланой Винокуровой.
Саргалана Гаврилевна, здравствуйте. Доброе утро. Ну, уточните, какие категории граждан и в какой срок обязаны предоставить декларацию 3 НДФЛ? Граждане должны подать декларацию 3 НДФЛ в случае, если они получили доход от продажи недвижимого имущества, которое было у них в собственности менее 3 лет. Ну, сюда относятся, получается, жилые дома, квартиры, части квартир, земельные участки и гаражи. Также, если получили доходы от продажи транспортного средства, находившегося в собственности тоже менее 3 лет, также получил выигрыш лотерею, продали, например, доли в уставном капитале, да, либо продали ценные бумаги. Также, если человек сдавал в аренду, неважно, жилое это помещение, нежилое, тоже обязан декларировать. Также в иных случаях, когда налоговый агент не взыскал сумму НДФЛ, кроме этого должны подать декларацию индивидуальные предприниматели, которые у нас находятся на общей системе налогообложения, также адвокат, учредивший адвокатские конторы, и нотариусы тоже обязаны декларировать. А вот у меня маленький такой вопросик. Вот мой друг выигрывает в лотерею по 100 рублей в неделю. То есть каждый весь этот доход нужно декларировать? Да, ну получается по доходам 2020 года, то есть за весь год он декларирует один раз, не позднее 30 апреля, ежегодно. В течение всего года, да? Ну, один раз, да, не позднее 30 апреля за 2020 год. А вот каким образом задекларировать доходы именно от продажи имущества? Вообще удобно подать декларацию через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Также у нас есть мобильное приложение личного кабинета. То есть к нему можно зарегистрироваться несколькими способами. Первое – это то, что можно подойти в инспекцию, получить логин-пароль. Этот логин-пароль необходимо в течение месяца поменять на более удобный. Если человек не меняет в течение месяца, то учетная запись у него блокируется. Также можно с помощью учетной записи портала госуслуг, если есть подтвержденная запись, то можно тоже на наш личный кабинет зайти с любого устройства. Активизировать учетную запись можно не только в отделениях МФЦ, Почта России, Ростелеком, но и через мобильное приложение банков. Это Сбербанк, ВТБ онлайн, Тинькофф, Почта Банк. Это сервисы именно для да, перевода это сервис, платежей, да, вот именно, потому что у нас очень много же людей пользуются порталом госуслуг, поэтому этой учетной записью они тоже могут зайти к нам в личный кабинет. А какие санкции в случае непредоставления декларации? Согласно Налоговому кодексу у нас предусмотрены санкции. 5% от неуплаченной суммы налога в установленный срок, но не более 30% и не менее 1000 рублей. А какие изменения произошли в порядке исчисления и уплаты налога на доход физических лиц и каковы особенности нынешней декларационной кампании? У нас, во-первых, поменялась форма самой декларации 3 НДФЛ, там добавился раздел 1, это заполняют у нас нотариусы, адвокаты. Также добавилось приложение 1, это сама форма заявления на возврат, тоже она идет сразу же с декларацией, можно ее подать на вычет. Также у нас введена с этого года прогрессивная шкала НДФЛ, то есть если сумма дохода превышает 5 миллионов, то доход будет облагаться по ставке 15%. Но это повышающий процент, он не относится при продаже недвижимости, то есть там все равно будет оставаться на уровне 13%. Саргалана Гаврилевна, еще раз, я сам недавно, кстати, зарегистрировался в личном кабинете, очень удобно. Еще раз расскажите нашим зрителям, как это сделать. Это на самом деле, правда, удобно? Получается, с помощью учетной записи портала госуслуг, либо логином, паролем, который вы получили в инспекции, можно скачать налоги ФЛ, приложение, либо через браузер, компьютер зайти непосредственно в сам личный кабинет. То есть, получается, пройдя небольшой опрос, в 3 клика, можно подать декларацию. То есть в личном кабинете у нас вся информация уже автоматически находится, то есть там аккумулируются все данные по доходам, независимо от источников. Также, можно заполнить сразу же онлайн там же, либо если вы скачали, допустим, приложение декларации, заполнили, предзаполнение уже, то можно его туда вложить. А есть ли какая-то необходимость какие-то документы прикреплять? Сейчас то есть есть возможность прикрепить документы, но с этого года, получается, правительство утвердило тот порядок, когда беззаявительный характер. То есть имеется в виду, вычеты будут предоставляться в течение 1,5 месяцев, и нет необходимости будет представлять декларацию и прилаживать подтверждающие документы.
Большое вам спасибо за такую Спасибо. полезную, вот прям в понедельник, беседу и историю, рассказы. А вот наш корреспондент в Нерингре, Сергей Козюра, вышел в ночную смену в хлебопекарне. И вот сейчас я предлагаю узнать, как же он тот самый свежий хлеб испек. Доброе утро, Якутск! Доброе утро, коллеги! Итак, с пылу с жару, прямо с ночной смены, чтобы на утреннем столе вашем был свежевыпеченный хлеб. Друзья, прямо сейчас расскажем о полезных свойствах и как все-таки происходит производство хлеба насущного. До того, как хлеб станет хлебом в привычной его и вкусной форме и содержании, его путешествие до нашего с вами кухонного стола начинается отсюда. Поступает мука по дозатору, вот видите, движется. Вот, видите, определенное количество, минутный расход муки, воды, соли и дрожжей. Это у нас рецептура на изготовление ржано-пшеничного хлеба. Дрожжи, закваска, соль и вода. Определенный минутный расход установлен. Все автоматика, да? Автоматика. И делитель делит. Прежде чем поделить, формы обязательно смазываются. У нас рабочее место пекаря. Вот. Здесь пекарь смотрит готовность первой стадии выпечки. Видите? Этой ночью здесь, в цеху, происходит вот такое волшебство. Готовятся очень интересные хлебобулочные изделия под названием «Полюшка». Как раз-таки вот для тех, кто следит за правильным питанием, за весом своим и тем более, кто постится. Очень рекомендованное хлебобулочное изделие. Но начинается все с замешивания теста. А вот так, друзья, вот это вот очень полезная и рекомендованная полюшка выглядит в магазинах. Хлеб, который идет с отрубями, хлеб, который идет с подсолнечком, с семечками подсолнечника, плюс хлеб, обогащенный йод-казеином, хлеб с изюмом. Это все сорта очень вкусны и очень полезны. В наших районах это необходимо в питании. Плюс хлеб, обогащенный йод-казеином, у нас идет всегда в детские сады. Ну что, друзья, теперь вот такую красоту прямиком в магазин. Вот так вот, Полина, в честь тебя в Нерингре хлеб Полюшка. пекут. Полюшка. Так ласково. Ну, я думаю, скорее всего, это от слова «поле». И, кстати, вот скоро у нас поля все позеленеют, потому что потихонечку зима уже сдает свои позиции. Ты думаешь? Ну, я надеюсь искренне. Ну, по крайней мере, я вчера гуляла с детьми в парке, и, ты знаешь, людей действительно стало больше. Ну да, конечно, люди Они стараются, соскучились конечно, по свежему воздуху, больше по природе. времени именно на природе и как-то вот активным образом как-то проводить свои выходные. Да, засидевшись в четырех стенах во время зимы, люди ищут развлечения, времяпрепровождения, связанные с физической активностью. Одним из них стал уже традиционный забег по трейл-раннингу «Таежные дебри». А что такое трейл-раннинг, расскажет Александр Хавренко. 19 мая в Якутске в 4-й раз пройдут соревнования по трейл-раннингу «Таежные дебри». Трейл-раннинг – это бег по пересеченной местности. Лес, горы, грязь, песок. Любой неровный и не очень удобный ландшафт подойдет для этого вида досуга. Да, люди, которые приходят на трейл-раннинг, считают это не совсем спортом, а скорее веселым и интересным времяпрепровождением. В первый год у нас было совсем немного участников, это включая все 5 этапов, может быть, человек 300 поучаствовало, то на второй год уже было порядка 800 человек. В прошлом году было чуть-чуть поменьше участников в связи с тем, что ковид, и, соответственно, были отменены все мероприятия, мы проводили в формате онлайн
все забеги, кроме последнего старта. Но, тем не менее, количество участников было на высоте. И сейчас, на данный момент, идет регистрация. Регистрация открыта на первый этап. Люди регистрируются, и уже больше 100 человек, участников. Для участия в таежных дебрях достаточно простого желания, небольшой физической подготовки и допуска от врача. Пол, возраст и социальный статус значения не имеют. Любой человек может принять участие в забеге, начиная от малышей. У нас в этом году самая маленькая категория 0-2 года и, соответственно, самая старшая категория 60+. То есть любой желающий, кто хочет попробовать свои силы, кто начинает только заниматься бегом, да и не только бегом. А если вы являетесь счастливым владельцем собаки, то специально для вас есть особая категория – каникросс – бег с четвероногим другом. В принципе, любая порода может принять участие в забеге. Главное, чтобы была специальная амуниция. Это шлейка, поводок. Собака должна быть привитая. Ну и возраст собаки должен быть больше 12 месяцев. 2 года перед этим проводили каникросс. И вот в этом году, это уже третий год будет, когда эта дисциплина имеет место быть. И в этом году уже участников довольно-таки много собирается. В отличие от многих других забегов, в таежных дебрях медаль получает каждый участник. И многие приходят на забег семьями. После малоактивной длинной зимы подобные мероприятия – неплохой способ взбодрить организм. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Да, действительно, пришла пора взбодрить свой организм. Тем более скоро лето. Конечно. И, кстати, вот по дебрям таежным бегать, по-моему, это очень доступный вид спорта для нашей республики. Да, и комаров пока еще нет. Самая подходящая погода. А когда начнутся, можно убегать от комаров. А вот в Москве в минувшие выходные также прошел забег. Но спортсмены были четвероногие. Более 200 четвероногих, а также их активные хозяева приняли участие в ежегодном кроссе «Быстрый пес», который состоялся в московском Битцеровском лесу в субботу. Необычный забег проводится в столице уже 3-й раз. В нем участвуют как профессиональные бегуны, так и любители в компании собак любой породы и весовой категории. В этом году на дистанцию вышли 250 хвостатых спортсменов. Вместе с хозяевами они преодолели 2 километра. Организаторы планируют сделать отдельный классифицированный забег, где победитель будет определяться в зависимости от породы собаки и ее весовой категории. Ну, как рассказали сами участники и владельцы собак, что основные трудности – это, конечно же, отвлекающие факторы во время кросса, а также недостаточная подготовка перед самими соревнованиями. Все бегут, как в фильме говорят. А кто бежит? Все бегут. Все бегают. Ну, спорт – это жизнь. Ну, а мы с вами убежим на небольшой перерыв и скоро встретимся снова. Оставайтесь с нами. Еще раз всем доброго понедельничного, бодрого утра. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаем номер нашего телефона 8 914 273 44 88. Это номер WhatsApp. А также напомним Инстаграм-страничку «Утро Якутии». А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Радченко. Самое время узнать о последних новостях. Трасса Якутск-Нижний Бестях официально закрыта с сегодняшнего дня, 19 апреля. Трансфер пассажиров из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет осуществляться суднами на воздушной подушке с посадкой в 202-м микрорайоне в зоне городского пляжа. Также напомню, что по приказу Минтранса региона с 15 апреля было запрещено движение автотранспортных средств по ледовым переправам Хатас-Павловск, Кангалас-Сотинцы, Усть-Мая, Эльдикан. 7 общественных пространств Якутии вошли в число лучших практик благоустройства 2020 года в России. Всего конкурсная комиссия отобрала 117 проектов из 40 субъектов страны. Якутию в этом списке представили Центральная площадь в Жатае, сквер Ямщиков и озеро Талое в Якутске, сквер по улице Ленина в Алдане, набережная в Покровске, городской парк в Нюрбе и сквер Эе в селе Бердигистях, для которого был разработан собственный дизайн-код.
Каждый проект для нас, он уникален, и мы вкладываем туда все свои силы, творчество, талант. Например, очень мощно сейчас у нас продвинулись команды малых городов. Здесь самое важное во всем этом процессе – это управление и эксплуатация. То есть мало запроектировать, мало построить. Важно наладить в городах команды, которые будут нацелены на управление такими территориями. Владельцам электросамокатов предложат выучиться на права. Средства индивидуальной мобильности с электрическими двигателями в этом плане хотят приравнять к мопедам. Управлять новомодным транспортным средством должны лица только старше 16 лет с удостоверением категории М. Проезд разрешен по краю проезжей части дороги или же обочине. На тротуар электросамокатам въезд закроют. Эти и другие предложения по изменению ПДД планируют обсудить в Общественной палате сегодня. В столичных школах Якутска начнут работу киберволонтеры. 20 ребят проведут экспресс-занятия по информационной безопасности. Проект Дворца детского творчества в этом году получил поддержку грант Росмолодежи по пропаганде информационной безопасности в сети интернет. По данной программе в прошлом году школьники Якутска в формате онлайн обучались киберволонтерству. А на днях в стенах Дворца детского творчества состоялось заключительное занятие этой программы. Мастер-класс был посвящен общению со сверстниками и формами работы с детьми. В прошлом году летом мы обучались дистанционно по этому проекту и обучались тому, как помочь людям узнать те или иные проблемы интернета и преодолеть их. В том числе мы помогаем людям ориентироваться в сети интернет и помогаем им понять, как себя обезопасить от мошенников и тому подобное. В столичном дворце спорта 50 лет Победы прошли финальные игры первого республиканского турнира по волейболу, приуроченного к Году здоровья. За первое место в течение 3 дней боролись 12 женских и 12 мужских команд выпускников школ Якутской ССР 1980-91 годов. Спортивное мероприятие такого плана проводится впервые. Соревнования прошли на очень хорошем, высоком организационном уровне. Хотелось бы отметить, что инициаторами явились данных соревнований выпускники 1987 года. Хотим поблагодарить судейскую коллегию и всех представителей команд, которые выставили своих квалифицированных судей от каждой команды. Спорных моментов, вопросов не было. Ну и, конечно, хочу поздравить победителей, призеров. А у меня к этой минуте все. Хорошего вам дня. Василий, спасибо. Ну а передачу «Утро Якутии» продолжает наша уже традиционная рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла республика за эти 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов удалось добиться за это время, какой была жизнь людей и какой она стала. Каждый день мы делимся интересными фактами, одним из интересных по дню каждый день, о Якутии в 21 веке. Вот на прошлой неделе мы говорили о транспорте, строительстве дорог. Теперь предлагаем перейти к теме физкультуры и спорта. И сегодня речь пойдет о новых спортивных объектах. Здоровье и сила для каждого. За 20 лет в Якутии построили 177 спортивных объектов. Самые крупные – 9 стадионов. Каждая спортивная арена готова принять 3000 зрителей. В улусах нашей республики создали 49 новых спортивных центров и спорткомплексов. Возможность заниматься спортом получили даже жители маленьких сел. Там работает 39 спортивных залов. Профессиональные спортсмены тренируются в Центре подготовки лыжников в Алдане и новых бассейнах в Якутске, Жатае и в скором времени начнут в поселке Нижний Бестях. А представляешь, Полина, за 17 лет финансирование строительства спортивных объектов выросло в 9 раз. В 2003 году на сооружение стадионов и спорткомплексов выделили 64 миллиона рублей, а в прошлом году 596 миллионов. Это внушительные такие размеры. Да, но это хорошо, когда на спорт выделяются деньги. В здоровом теле здоровый дух, я считаю. Желаем всем,
кто занимается спортом, успешных тренировок. И переходим к следующему блоку. А я вот считаю, что если ты хочешь заниматься спортом, ты всегда найдешь возможность. Вот, например, можно сделать дома ремонт. Вот ты как к этому относишься? Да, это тоже определенный вид спорта, который может начаться и не закончиться никогда. Если это делать самому, особенно если дети маленькие там бегают, постоянно что-то мешают. Кстати, по некоторому мнению, многие сейчас стараются чаще обращаться именно к помощи специалистов, именно и вызывать их для того, чтобы они как-то спокойненько, быстренько сделали этот ремонт. Ну, а вот как делать это правильно и безопасно, расскажет наш юрист. Доброе утро. Сейчас весна, время ремонта, многие приобретают новое жилье или просто хотят обновить что-то у себя дома. И встает вопрос, что нужно кого-то нанять. Вопрос бытового подряда очень своевременен в любое время года, потому что нужно знать, какие основные условия. То есть, если мы заключаем договор с какой-то компанией, все просто. Нас защищает закон о защите прав потребителей. Но опять же, типовой договор нужно изучить. И что мы должны посмотреть в первую очередь? Первое. Всем хочется получить все быстро. То есть, нужно посмотреть, какие сроки установлены в договоре. Обязательно должен быть срок начала работ, окончания работы, вне зависимости от того, как бы собирают вам шкаф или монтируют окна. То есть все должно быть предусмотрено. Далее мы смотрим, какую именно работу выполняет, что в нее входит. То есть если речь идет о небольшой работе, то все просто – собрать шкаф. Если мы говорим о ремонте, то нужно уже уточнить, то есть в какой комнате мы хотим повести ламинат, в какой комнате хотим покрасить стены, если есть возможность даже уточнить, в какой цвет. Это упростит в дальнейшем предъявление претензий к исполнителю. Далее, в договоре обязательно должны быть предусмотрены штрафные санкции, поскольку, когда мы обращаемся в суд, судом установлены минимальные санкции статьи 395, то есть это очень маленький размер неустойки. Порой бывает, что работы не выполнены даже за 2 месяца, то есть просрочка достаточно значительная, а санкции небольшие, поэтому подрядчики уклоняются. Поэтому нужно предусмотреть, чтобы была неустойка. И, конечно, нужно посмотреть также перечень материалов. То есть, если вы материалы приобретаете самостоятельно, тут можно указать в договоре, что приобретаете самостоятельно. Вроде претензий к исполнителю не будет. Если материалы приобретает исполнитель, то нужно указать, какого качества. Все договоры подряда, они достаточно простые, но обязательно в письменной форме. Еще раз повторюсь, что если вы не стесняетесь вносить изменения в типовую форму, то есть если вам не нравится порядок исполнения, вам не нравится, что не точно указаны материалы, возможно, это не подходит именно к вашему случаю, или у вас какие-то есть сложные элементы и конструкции, которые нужно внести, это обязательно нужно прописать в договоре. Как установлено законом, в каждом индивидуальном случае условия должны быть едины, но при этом какие-то отклонения обязательно должны быть установлены договором, договоренностью между сторонами. Чтобы разработать свою форму договора подряда, если вы нанимаете физическое лицо, можно обратиться к специалисту или просто скачать из интернета. Также мы просматриваем любую форму в интернете, обязательно должен быть указан город, где вы находитесь, также подсудность, то есть если вдруг лицо, которое вы нанимаете, прописано не в городе Якутске, то есть чтобы не обращаться потом с претензией по месту жительства именно этого лица, нужно указать, что спор рассматривается в городе Якутске, в Якутском городском суде. Тогда при обращении в суд не будет сложностей. И не нужно будет искать именно по месту регистрации, где же находится там суд. Устанавливаем сроки и перечень того, чего хотим. Хотим покрасить, хотим положить ламинат, хотим сконструировать какую-то нишу. Все это прописываем. Можно даже от руки. Главное, чтобы в письменной форме. Желаем хорошего ремонта и чтобы у вас никогда не было проблем. Ну что ж, намного все стало яснее с ремонтом. Конечно. А самое главное, то есть это очень полезная информация, да. Потому что не хочется все-таки сталкиваться с мошенниками, и чтобы очень дорого тебе вот этот тот самый ремонт долгожданный очень дорого вышел. Да, ну и еще одна насущная тема, весенняя тема. Актуальная для тебя. Да, актуальная для меня, для начинающего садовода-любителя. Нет ничего лучше, чем свежие овощи и фрукты у тебя на столе, особенно если они выращены своими руками. А как правильно сажать и выращивать огурцы, конечно же, знает Варвара Ивановна, и она уже готова поделиться своими советами с вами. Я хочу вам сегодня рассказать, как я сажаю обычно все огурчики. Для того, чтобы продлить плодоношение, их необходимо сажать в 3 этапа.
Первые, допустим, вы посадите сейчас. Обычно огурчики растут 30-40 дней. 35-45, бывает больше, бывает меньше. Нужно рассчитать так, чтобы каждый, допустим, месяц вы посадили новую партию. И тогда вы продлите плодоношение до самого конца сентября. Огурец очень хороший себя зарекомендовал. Бабушкин секрет, проверенные сорта Клавдия, Маринда, Шоша тоже очень хороший. Также тундра – это очень быстро растущие огурчики. Очень любят детки такой огурчик, как чупа-чупс. Он маленький, как арбузик, они хрустящие, в серединке много семечек, и деткам это очень нравится. Нынче вот поступили вот такие корнишончики супер пучкового типа завязей. Называется мелс. Их уже сейчас много очень разновидностей. Ну, вот как бы вот эти вот больше всего хвалят. В конце апреля я хочу сразу вам заострить внимание, что нужно будет посадить капусту. Все виды капусты, которые, в общем-то, у нас растут. Смотрите, я, например, сажаю вот такую цветную капусту. Она прекрасно у нас успевает вырасти. Очень вкусная, при готовке прекрасно себя ведет. Ну и, естественно, такие вот, как сахарная королева, есть слава, ринда, это поздние сорта, есть июньская, которую нужно посадить, чтобы кушать. Капустка будет хорошо плодоносить, если будет посажена именно в холодном, будет стоять и будет все время в холодном месте. Тогда будет хорошее плодоношение. Сегодня я вам хочу показать еще, как посадить все тыквенные, чтобы быстро очень зашли. Эти гранулки кошачьего наполнителя заливаем кипятком. Они моментально разбухнут. И тут вот прямо горячо-горячо. Вот рука еле терпит. Это кипяток. Наши опилочки разошлись. И вот в эти опилочки, прямо в опилочки мы посадим. Смотрите, я посажу кабачок, посажу тыкву, посажу арбузики. Вот, прямо арбузики, видите, семечки, вот, да? И посажу несколько штук огурчиков. Сейчас, как раз именно, я говорю, после 20 апреля все вот это высаживайте. Не бойтесь, прямо вот в горячую. И все закрываем. Вот, и потом я покажу, как они прекрасно все всходят. Закрываем пакетиком, или если у вас есть пленочка, закрываем, чтобы там вся влага сохранялась, тепло сохранялось. И ставим в теплое место. Можно даже на батарейку на первые сутки поставить, чтобы оно не остывало. И у нас, я говорю, буквально на вторые сутки огурчики прорастут. Я потом вам попозже покажу, как они проросли. Всего доброго. До свидания. Вопросы безопасности детей в сети интернет в эпоху развития цифровых технологий являются приоритетными. Вот согласно российскому законодательству, информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при которой отсутствует риск, связанный с причинением информации и в том числе распространяемой в сети интернет, вреда их физическому, эмоциональному и психическому здоровью. Да, не так давно в Якутске прошел круглый стол, посвященный вопросам детской информационной безопасности. И сегодня у нас в гостях один из организаторов этого круглого стола, член Общественной палаты Республики и России Лена Ефремова. Лена Павловна, доброе утро. Доброе утро. Какие основные вопросы поднимались во время круглого стола? 15 апреля Общественная палата Республики Саха-Якутия совместно с Общественной палатой России провели круглый стол на тему информационной безопасности детей и родителей в сети интернет. И тема на сегодня, она является актуальной в связи с тем, что мы живем в век цифровых технологий, и нам необходимо вопросы безопасности детей рассматривать с разных сторон и комплексно.
А на площадке Общественной палаты России прошли ряд мероприятий, круглых столов, посвященных этой проблематике. И у нас в Республике Саха-Якутия мы выступили в качестве инициаторов этого мероприятия, приняли участие более 20 регионов нашей страны, и регистрацию прошли где-то 376 человек, что говорит об актуальности этой проблемы. И мы рассматривали этот вопрос комплексно. Вы знаете, что в России реализуется план мероприятий «Десятилетие детства», где предусмотрен отдельный раздел, касающийся безопасности наших детей. Но кроме того, есть еще и план мероприятий, который разрабатывается Минцифрой России, тоже касаемо безопасности детей в сети интернет до 2027 года. И на сегодня идет актуализация, разработка этих планов в регионах. Вот поэтому мы рассматривали этот вопрос со всех аспектов на сегодняшний день, так как вопросы безопасности, наши дети в основном современные дети, в большей степени время проводят в сети интернет. Конечно, социальные сети – это прям как бы вместо друзей, у них телефоны, гаджеты в руках. Да, вот по вашему мнению, вот какие вот, и какую угрозу несет интернет, вот по вашему личному? Я бы хотела сказать так, что интернет – это, с одной стороны, это благо, но с другой стороны, это и угрозы. А то, о чем вы сейчас говорите, так как везде, как мы говорили на круглом столе, есть свои правила. Есть правила поведения дома, есть правила поведения в обществе. Но так как мы сейчас перешли в другое пространство, в медиапространство, в цифровую среду, там тоже должны существовать определенные правила пользования этим интернетом. И это в первую очередь касается несовершеннолетних детей, которые в силу своего возраста не всегда знают, как себя правильно, как себя вести, как вообще распоряжаться той информацией, которая поступает. Потому что информации море и очень много. Да. И вы знаете, что были такие события, связанные с призывом детей для участия в несанкционированных митингах, что послужило толчком для поднятия вот этой темы. И мы взрослые... Даже с призывом к самоубийствам были одно время очень популярны. И мы, взрослые, понимаем, что наше участие здесь первостепенно. Мы должны предусмотреть эти меры. Но самое главное, мы должны идти в ногу со временем вместе с нашими детьми. Дети намного быстрее развиваются, чем мы. Не знаю, это связано, наверное, с нашими возрастными особенностями. Да? И, соответственно, надо рассматривать вопросы, например, со стороны психологической безопасности, со стороны правового просвещения в целом. Ну и вообще... Аспектов достаточно много, о чем говорили все участники круглого стола. А вот еще такой вопрос. Гаджеты появляются у детей, опять-таки, благодаря родителям. Соответственно, родитель должен объяснить им те самые правила поведения в интернете. Вот как они, в чем они должны заключаться, как вот правильно подать эту информацию. Но вы знаете, не все родители могут эти правила, они, как оказалось, не всегда находятся в свободном доступе. И вот на сегодняшний день надзор над этим осуществляет Роскомнадзор России. Кроме того, у нас на круглом столе об опыте вообще работы по информационной безопасности представили два наших замечательных креативных министра современных. Это министр инновационного развития и министр образования и науки нашей республики, которые поделились опытом именно нашего региона, Республики Саха-Якутия в этом направлении. Мы достаточно динамично развивающийся регион, и, соответственно, у нас есть хорошие практики, о которых мы хотели рассказать нашим коллегам из других регионов. Ну и расскажите, если уже у нас или наших соседей какие-то вот примеры по реализации этих проектов, программ, информационной безопасности? Да, вот одной из целей нашего круглого стола как раз-таки был обмен опытом. И замечательную практику нам представила Уральская область, это город Екатеринбург. У них есть Центр социально-психологической помощи, называется он «Форпост», который уже на протяжении многих лет реализует специальную программу именно по информационной безопасности. Республика Татарстан, Тверская область, Хабаровский край, Республика Бурятия также работают в этом направлении, но у каждого есть своя определенная изюминка. И надо сказать, что мы договорились о том, что наше сотрудничество будет продолжаться в этом направлении. И в очередной раз я хочу подчеркнуть, что, например, спикер, который является клиническим психологом, является членом гильдии психологов нашей страны, говорил о том, что вопросы именно психологической подготовленности и безопасности не только детей, но и родителей заслуживают особого внимания. В том числе параллельно речь должна идти о правовой ответственности
когда ребенок находится в сети интернет, он должен понимать, что есть действия, которые могут привести даже к преступлению. Вот об этом речь тоже шла. Большое спасибо. Очень актуальная информация. То есть, я думаю, она полезна была всем. Спасибо вам за такую интересную беседу. Спасибо. А теперь Сегодня... вернемся, наверное, к семейным реликвиям. А давай поговорим о том, какие праздники сегодня в этот день празднуются. И не только праздники, а вообще какие-то интересные события. Сегодня праздник красно-белых. Ты болельщица футбольная? Я болею за «Зенит». Я, кстати, тоже. Но сегодня все, кто болеет за «Спартак», могут порадоваться. В 1935 году было создано добровольное физкультурное общество «Спартак». И всех мы поздравляем еще раз. Ну и о других датах и событиях этого дня мы расскажем в нашей следующей рубрике. Сегодня, 19 апреля, День подснежника. Этот весенний праздник ежегодно отмечают во многих странах мира. Сегодня также день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Произошло это в 1783 году, но дату учредили только в 2018. Среди профессиональных праздников сегодня День юридической службы Министерства внутренних дел России, День российской полиграфии и День работника ломоперерабатывающей отрасли в России. По народному календарю туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца. 19 апреля 1935 года в Советском Союзе основано добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. В тот же день утвердили эмблему и цвет формы – красные футболки с белой поперечной полосой на груди и спине. 19 апреля 1943 года началось вооруженное восстание узников Варшавского гетто против нацистов. Оно признано самым массовым, длительным и отчаянным восстанием. 19 апреля 1943 года организовано Главное управление контрразведки СМЕРШ. Название расшифровывалось как «Смерть шпионам». 19 апреля 1970 года с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. 19 апреля 1902 года родился Вениамин Каверин, советский писатель, военный корреспондент. В 1987 году в этот день родилась Мария Шарапова, российская теннисистка, призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта. Именины в этот день празднуют Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян и Яков. Иногда о том, чтобы рассказать, чем живет человек, достаточно было посмотреть на его чемодан, который содержал в себе большое количество наклеек. И можно было узнать, где он был, какие страны посетил. И, конечно же, у него с этим есть интересные истории, которые связаны с этими путешествиями. Да, Екатерина Строгова в нашей рубрике «Истории вещей» расскажет о подобных предметах. Сегодня я расскажу вам вот о такой утилитарной вещи. Нет, это не сундук, это чемодан. Он принадлежал моему деду Александру Кузьмичу Строгову, который родился в крепости Новогеоргиевск в Польше, под Варшавой, вырос в славном городе Воронеже. Закончив Воронежский ветеринарный техникум, в 1932 году дедушка вот с этим чемоданом приезжал сюда, в Якутию, на практику. Дедушка, уже будучи аспирантом Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии, который находится в городе Москве, с этим же чемоданом поехал в свою научную экспедицию в Туркмению, где предполагалось лечить от чумы верблюдов. И он оказался одним из первых наблюдателей такой болезни вирусного энцефаломиелита у верблюдов. Ну, как потом оказалось, и болеют не только верблюды, но и северные олени. Вот, и этой проблематикой уже дедушка занимался здесь, в Якутии. Колесил дедушка по Северному фронту, по Карелии в годы Великой Отечественной войны, где он возглавлял полевую ветеринарную лабораторию.
И помимо того, что занимался лечением животных, призванных в армию, лошадей, а в армию призывали не только лошадей, но также и ездовых собак там на севере. Вот, кроме этого, иногда оказывалось, что ветеринарная лаборатория – это единственное медицинское учреждение, доступное бойцам ближайшего участка фронта. Поэтому приходилось лечить и людей. После Карелии этот чемодан поехал в Манчжурию, где дедушка прослужил до конца 1946 года. И в 1957 году вместе с другими вещами и со всей семьей Строговых этот чемодан снова вернулся в Якутию. И очень часто заднюю стенку чемоданов украшали различными картинками и фотографиями близких людей. Ну и на этом у нас все на сегодня. Желаем вам отличного дня. Увидимся завтра. Евролайн магазин сертификат